Но рано чувства в нем остыли. Ему наскучил света шум. Красавицы недолго были предмет его привычных дум. Салют! 4 строки, и Пушкин уже все рассказал нам об Евгении Онегине. Молодой, красивый, богатый, но уже уставший от жизни. Сегодня бы его назвали человеком, потерявшим вкус ко всему. И именно с этой внутренней пустоты начинается одна из самых величайших трагедий в русской литературе. Сегодня я вместе с вами постараюсь взглянуть на этот шедевральный роман в стихах с другой стороны. Все обвиняют Онегина, но что будет, если я скажу, что настоящий убийца не он? Можно долго спорить о его праздной жизни, подлости, эгоцентричности. Да, в конце именно Онегин нажмет на курок. Но почему вообще он оказался на дуэли? Я прекрасно знаю, что такое отвечать за свои поступки. И именно это делает Евгений Онегин. Отказавшись стрелять, он бы навсегда запятнал свою репутацию. А это очень дорого стоило в XIX веке. Даже понимая всю бессмысленность дуэли, Онегин идет на этот шаг. Ленского убил не один человек. Его убила культура чести, где мнение окружающих намного дороже, чем человеческая жизнь. Если бы меня однажды спросили, люблю ли я Онегина или ненавижу, я бы ответил так. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.